Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, которому вы нужна по судьбе. Но прежде чем я приступлю к отсыпке, всех вас хочу поблагодарить, сердечно поблагодарить за то, что выбираете и доверяете мне, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о каких мужчинах думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, начнем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Мужчину вы точно знаете, у вас с этим мужчиной был контакт, то ли вы общались определенное время назад, то ли вы даже с этим мужчиной могли иметь нечто большее. То есть между вами мог быть роман, вы могли быть в очень таких интересных, достаточно тесных взаимоотношениях. У кого-то еще отыграется, что это ваш бывший муж. Ну и, как я уже сказала, да, вы просто могли быть знакомы по работе, либо быть в одной компании, да, может даже жить по соседству. Может быть, этот мужчина, он даже как родственник, допустим, вашей подруги, либо вашей знакомой. Вот какое-то общение между вами было. Здесь либо общение это резко оборвалось, либо из-за ссоры, расставания вы просто вот как разошлись в разные стороны. Мужчина здесь усиленно пытался вас забыть, переключался на других женщин, он уходил с головой в работу, он искал себя, он развивался, да, вот прямо заставлял себя вас забыть, потому что вы прям очень его впечатлили. Вы, как, знаете, прям проросли у него в сердце. Долго он от вас отмахивался, долго прям, как я сказала, заставлял себя не думать о вас. Но вы ему снились, скорее всего, вспоминались, и он очень как-то ярко реагировал на ваше имя. Допустим, какую-то там рядом женщину позвали, и имя такое же, как и у вас. Он прям вскакивал и жадно всматривался. Вдруг это вы, да, вы где-то рядом. В общем, и смешно, и жалко. Мужчина, который... свое время мне идет, что он либо побоялся, либо очень взбалмошный характер, да, гордость, гордыня, вот это эгоизм, самомнение не позволило ему с вами рядом быть. Допустим, если вы просто общались, то мужчина побоялся брать на себя ответственность, побоялся идти в отношения. Да, может быть, в себе был не уверен, может быть, у него было недостаточно средств. И он такой: Господи, я не потяну эту женщину, ее же нужно по ресторанам водить, ей же нужно там подарки покупать. А что я ей предложу со своей, например, там скромной зарплатой? Либо у него были планы по поводу там работы, карьеры, и он такой: нет, рано мне семью, мне нужно там заработать, мне нужно машину купить, там еще что-то сделать. Вот, если вы были в отношениях, то тут, скорее всего, разница характеров. И мужчина такой вот прям, знаете, как фейерверк. Вот он фейерверк, да, он красивый, он активный, он дерзкий, он такой прям горит все у него в руках, и не только в руках. Но при этом самомнение, при этом эгоизм, при этом вот все мне должны, а я вот солнышко, и все встречаете, молитесь на меня, да. Вы просто не стали этого терпеть, скорее всего, вы ему высказали свое мнение, что извини, дружочек, но так не пойдет.
Да? Либо мы пара, и ты меня уважаешь, да, ценишь, уважаешь и относишься ко мне как подобающе. Либо возьми свой эгоизм, заткни себе в одно место и давай вон, Бог, вон порог, да, иди отсюда. То есть какая-то ссора могла произойти. И вот он, гордое создание, да, не смог себе найти тех слов, да, переступить эту свою гордыню, свою обиду, чтобы к вам прийти и с вами помириться. На кого-то еще отыграет, что мужчина очень долго ждал, что вы вот прям придете, приползете, будете его умолять, там плакать, что Господи, я же не могу без тебя, да, ну вот вернись, я на все согласна, больше поперек тебе ничего не скажу, не-не-не, все будет так, как ты скажешь. Но вы, конечно, на это не пошли. Не та вы женщина, чтобы так унижаться перед мужчиной, прям совсем не про вас. Ну, знаете, конечно, вы его травмировали немножко, говорю, как вижу, да, потому что, возможно, кроме вас, другие женщины никогда ему не отказывали. А вы прям такая: нет, я не буду перед тобой унижаться. Либо ты меня уважаешь, либо пошел вон. Вот, травму он, конечно, такую прям серьезную получил. Травмировали мужчину, как там, девчонки, как вы могли, да. Но эта травма, кстати, пошла ему на благо. Он поспокойнее стал. Вы как будто бы с него эту спесь немножко сбили. Но что есть, то есть. Кстати, вы о нем сейчас уже не думаете. Может быть, раньше, конечно, вы думали, переживали, думали, да как так, да, куда он делся, почему не выходит на контакт, либо, ну, грубиян, хам, подлец, вот. Как ты мог, да, со мной так поступить? Ну, были мысли, да, может, даже обижались. Но уже давно о нем не думаете. Живете своей жизнью, работаете, достигаете, получаете, обретаете, развиваетесь. Вы очень интересная девушка, очень красивая девушка, независимая, самостоятельная. И понятно, что перед мужчиной вы, ну, унижаться никогда не станете. И в угоду мужчины жить вы точно никогда не будете. У вас были и другие романы, я тут вижу, либо симпатии были. Но вы ведь знаете, чего вы хотите, да? Теперь вы на меньшее не согласны. Вы как-то поменяли свои отношения в плане того, что вот я не хочу мучиться с кем-то, кого-то воспитывать. Я же не мама, да, чтобы воспитывать, и не воспитатель, и не учитель. Я женщина, которая хочет нормальных, естественных отношений, достойных отношений, да, мне нужен мужчина серьезный, с головой, а не какой-то там с придурью, да, со своими там заскоками. Вот вы знаете, чего хотите, вы четко представляете того мужчину, который вам соответствует, и того мужчину, кому бы вы ответили «да». Но опять же, у вас такое четкое понимание, что на мужчин нельзя надеяться, да, каким бы он хорошим ни был, да, я не могу полностью надеяться, я должна иметь запасные входы-выходы, да, у меня должны быть свои деньги, либо у меня всегда должен быть вот свой угол, да, если что, вот не понравилось, да, собрала вещички и ушла. Вы вообще мыслите очень трезво. Вот ваши мысли, да, большинство бы женщин, и все бы было в мире по-другому. Кто-то из вас, кстати, карьеру делает, либо каким-то очень интересным делом вы занялись. Прям горите в этом, вам это нравится, вы от этого удовольствие получаете. Ну, вы знаете, что делать. Так, давайте вернемся к мужчине. Мужчина сейчас один. То ли он из каких-то отношений вышел, то ли... Ну, знаете, как пытался, может быть, но ничего не получилось. Вот мне идет, что он сейчас один. И мне идет, что он все чаще и чаще начинает обдумывать, как вот вас увидеть, либо как к вам подойти. Может быть, он вас и видит, а вы его не видите, да, где-то там издалека, из кустов за вами наблюдает. Вот об этом думает. И думает о том, что... Ну, он сам себя обманул, да, что вот сам дурак. Зря он таким самонадеянным был, если вы были в отношениях, либо был дурачком, что не предложил вам себя, свою любовь, да, свое сердце. Этот мужчина, он
Он прям чувствует, что вы друг для друга созданы. Потому что время, да, вот я вижу, что между вами время прошло, очень долго эта пустота была. И он прям чувствует, что вы его женщина по судьбе. Он прям понимает, что ни с одной другой он не может создать, не то чтобы там семью, отношений не может создать. Его другие женщины как-то прям совсем не волнуют, разочаровывают и кажутся ему какими-то пустыми куклами. То есть вроде внешне симпатичная, фигура нормальная, а начинаешь с ней общаться, и там типа звенящая пустота, да? Ничего внутри нет. Как говорящие красивые куклы. Да, вот почему-то мне идет с куклами что-то, может, он их так называет. И ему так грустно становится. Ему уже хочется семьи, ему уже хочется вот тепла, заботы, любви. И ему хочется именно с вами. И вы прям так серьезно планочку задрали. Да? Больше таких женщин не найти, как вы. Плюс я вижу, что он до сих пор вами восхищается вашей силой, вашим характером, вашим умением себя подать, вашим искусством общения, вашими знаниями, да, вашим интеллектом. До сих пор восхищается. Ну, не встречала больше таких умных женщин. Плюс тот магнетизм, который был между вами, вот он настолько магический, он настолько необычный, он такого никогда ни до, ни после вас не испытывал. Только с вами он это ощущал, когда вот это покалывание на кончиках пальцев, когда вот эти бабочки там в животе порхают взад-вперед, когда он сидел очарованный вами, он прям слушал вас, за вами наблюдал, да, вот прям впитывал вас в себя. Вот ни с кем у него такой магии не было. И вы единственная, кто для него эту мистику открыл, мистику любви. Мне вообще идет, что этот мужчина однолюб, но, скорее всего, он об этом не догадывается. Ну, либо со временем поймет. И то, что между вами произошло, он действительно в вас влюбился по-настоящему. Но из-за особенностей своего характера, либо поведения, да, он не смог вас завоевать, либо не смог вас вернуть, получается, да, если вы поссорились. Сказать, что он сам себе не рад, ничего не сказать. Да, он каждый день себя обвиняет в слабохарактерности, в эгоизме, в нерешительности. Это как бы каждый день у него тут монологи сам с собой, сам себя отчитывает, сам себя наказывает, да, но при этом легче не становится, действительно не становится. И вот мысли, да, что вот прийти, кинуться ей в ноги, и будь что будет, да. Он знает, что вы женщина добрая и справедливая, что если вам все объяснить, то вы все поймете, даже лучше, чем он поймете. И он верит, что, ну вот не знаю, может потому что он знает, что вы сейчас одна, может быть это лично его убеждение, да, что вы его тоже не забыли. Либо ему хочется в это верить. Да, он такой, ну у нас же была любовь, у нас же были отношения, ну не могла она меня забыть, да. Либо между нами тогда была искра, ну также искры просто не гаснут, да, вот какие-то у него такие мысли. Ну, либо он себя этим утешает, да, что все-таки шанс есть, и у меня получится. Кстати, не буду говорить, что у всех, но не знаю, то ли этому мужчине гадали, то ли, может быть, с каким-то там ясновидцем встречался. Ему что-то говорили по поводу его будущего, и ну, вот как ваше имя фигурирует, да, что вот там жену будут звать так-то, да, либо там любовь будет с такой-то женщиной. Вот, и он еще, знаете, в это верит. Он часто это вспоминает и думает, ну как же, это же судьба, от судьбы никуда не уйдешь, точно мы будем вместе. Я, к сожалению, не могу вам сказать, когда он к вам тут приедет, когда он соберется, но здесь четко показано, что он сделает этот шаг. Шаг через пустоту к вам. И этот шаг, конечно, это его преодоление, и это его, ну не буду говорить, что героический поступок, но поверьте, ему это будет стоить. Да? С его-то характером переступить через себя, через свой эгоизм, либо через свой страх.
и опять прийти к вам. Не могу сказать, будет ли он на коленях перед вами стоять, просить прощения, но то, что прощения просить он будет, как исповедоваться вам в своих ошибках, это я тоже вижу. Ну вот не может он без вас, понимаете? Нет ему счастья, нет ему радости. Вот только вы для него. Вы. Раньше он как-то сильно на вас злился, а сейчас он больше злится на себя. Как вас, может быть, винил, а теперь винит себя, да, в том, что вы не вместе, в том, что вот, не сложились отношения. Будете ли вы ему рады? Ну, вы все у меня разные. Но то, что вы будете шокированы, это точно. То, что вы его не ждете, это точно. Либо вы его менее всех ждете, это точно. Может быть, у вас свежие эти воспоминания. Может быть, как раз-таки после этого мужчины вы и решили, что вот нет, с кем попало не хочу. Да? Вот мне нужен определенный типаж, определенный характер, да, определенные нормы поведения. Может быть, как раз-таки он и был этим триггером. Хотя в оправдании этого мужчины могу сказать, что он очень изменился. Он очень сильно себя проработал. Опять же, время прошло. Все мы взрослеем, потом стареем, да, набираемся опыта. Но тут мужчина именно на своих ошибках опыта набрался. Конечно, он поменялся. Пусть не полностью, пусть не на 100%, но перемены радикальные. То есть вы это сразу отметите, сразу это увидите. Но вот мне идет, что мужчина попытается все исправить. Как у него это получится, я не могу сказать. Тут, наверное, только вы можете сказать. Событие, вот оно показано. Переход, мост показан. И он рядом с вами показан. Девочки, приедет, придет, куда деваться? А как жить? Как жить? Он, кстати, очень сильно переживает, что вы в какого-то другого человека влюбитесь, и что вот будет поздно, да? Если я это не сделаю сейчас, то потом это уже может быть поздно. Вот что есть, то есть. Мужчина, которому вы нужна по судьбе, вы его точно знаете, вы были с ним в отношениях, либо у вас была с ним симпатия, но вы как-то вот не дошли до отношений. Он появится. Мне идет, что он появится. У кого-то, может быть, завтра, послезавтра, у кого-то там месяц через месяц, да, вот как-то так идет. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но вы точно узнаете, вы точно поймете, о ком речь была. Потому что этот мужчина из вашего прошлого. Он придет именно вот поговорить, раскаяться, покаяться. И я так понимаю, будет вас всеми правдами, неправдами, всеми силами возвращать. Потому что без вас жизнь ему вообще не мила. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.